Очень странно, что опять поставлен этот вопрос. Ну, сложный вопрос Гальского района, да? Как бы, да, национальность вернуть, но можно, в принципе, но дух-то как вернешь, да? Если... У нас невозможно просто работать ни над чем, без того, чтобы тебя в чем-то не обвинили, не повесили на тебя какой-то ярлык предателя, врага народа. С этим связаны у нас и проблемы с электроэнергией. Почему россияне должны платить за наших майнеров? Пока этот подход не будет изменен, нас сбалансирован и так далее, не будем сотрудничать. Наша дипломатия, она весьма как бы маленькие ручки имеет. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Декабрь у нас выдался чрезвычайно насыщенным. Президент приходил в парламент со своей повесткой насущных проблем, которые необходимо срочнейшим образом решать. С другой стороны, тот же парламент внес изменения в законодательные акты, которые позволяют людям менять национальность и становиться абхазами. Кроме того, мы сегодня будем говорить о том, что ряд оппозиционных организаций, общественных организаций обратилась к президенту, к парламенту о том, чтобы представителям близких нам народов, кабардинцев, адыгейцев, черкесов и так далее, которые входят в нашу, в общем-то, одну языковую группу, упростили прием в абхазское гражданство. Это тоже, опять же, такая группа вопросов, связанных с гражданством. И, кроме того, опять же, в начале месяца были серьезные проблемы, то есть серьезный накат на международные неправительственные организации. Это, в принципе, такая уже стала тенденция. И вот об этом круге вопросов мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Я прежде всего представлю содиректора Центра гуманитарных программ Арду Иналы. Добрый день. И нашего постоянного эксперта Астамура Таня. Астамур, здравствуй. Да, я вот начну, наверное, все-таки с парламента, с визита президента в парламент. В принципе, это закрытое такое заседание, было мало что там известно. Вот есть там интервью от Гора Харазия, депутата парламента, где он как бы разъясняет о ситуации, которая там связана с визитом президента. Но из того официоза, что мы увидели, я так понял, что президент говорит, что у нас действительно огромная масса проблем, и решить их без помощи извне, в общем-то, нереально. То есть мы должны активно впустить инвесторов в нашу экономику, иностранных. Кроме того, речь шла о том, что вопрос Пицунды надо решать. И Адгур Харазия пояснил, что президент сообщил о том, что российская сторона согласилась, изменила вот один из спорных пунктов, который не устраивала абхазскую сторону, в частности, то, что координаты были неправильно занесены, и теперь как бы эти координаты... Да, координаты вроде бы как бы поменяли. Но в парламент документ не поступил, но тем не менее опять вопрос Пицунды встал на повестку Арда. Да, меня это очень удивило, что после такого возмущения общества, после писем, подписанных практически большинством интеллигенции, после выступлений молодежи, после очень аргументированного протеста против того, чтобы передавать в собственность этот объект. Дело в том, что к нему примыкают, к этой правительственной даче примыкает огромный участок, а именно особо ценные земли. Это основная часть реликтовой рощи Пицунской сосны. Это достояние всего народа.
И речь вовсе, да, координаты были совершенно непонятным образом обозначены, но когда стали акцентировать внимание именно на этом вопросе, было понятно, что хотят сместить как бы внимание общественности именно к этому вопросу, когда на самом деле речь идет о форме собственности. В Абхазии никто не против того, чтобы российская сторона продолжала пользоваться этой дачей. Честно говоря, вообще речь идет о бессрочном, насколько я знаю, пользовании. Речь идет только о том, чтобы не передавать в собственность. И вот этот аргумент, что россияне не могут ремонтировать, это, конечно, смешно, потому что есть прецеденты, когда за рубежом они ремонтируют здания, в которых располагаются. Вот. Поэтому очень странно, что опять поставлен этот вопрос. Это все равно, что, понимаете, это настолько... Это, во-первых, противоречит закону об особо ценных землях, а это именно особо ценная земля. Если говорить вот об аргументах, которые часто мы слышали во время прошлого, так сказать, кризиса, связанного с этим вопросом, некоторые сторонники передачи, значит, собственности этой госдачи говорят, что она никогда нам не принадлежала. Но вообще там госдача появилась в конце 50-х годов. Значит, эти люди мыслят, да, историю Абхазии с 50-х годов. Можно подумать, насколько они ответственно мыслят, если до этого для них истории вообще не существовало. Потом они говорят, что это всегда принадлежало, так сказать, вот коммунистическим структурам Советского Союза. Ну, тогда, значит, правопреемница, это коммунистическая партия, надо Зюганову тогда отдать, и вообще все другие, кто-то в ВЦСПС, кто-то еще какие-то структуры. Это совершенно вообще непонятные аргументы. И интересно, что вот когда говорят «никогда нам не принадлежало», действительно, когда упразднили Абхазское княжество, территорию, часть Пицунды и, в частности, вот эту часть рощи передали подворью Новоафонского монастыря. И монахи стали там заготавливать древесину для ремонтных работ, строительных работ на территории Новоафонского монастыря. И жители Абхазии настолько возмутились, потому что это священная роща. Там недаром Лдзаных рядом от святилища Абхазское. И они обратились к царскому правительству и так далее, чтобы прекратили заготовку. Там нельзя рубить деревья, нельзя охотиться. Там нужно как бы особые... И надо сказать, что прислушались к этому мнению. Да, в царской России прислушались к этому мнению, прекратили там все вот эти работы, которые возмущали людей. Еще нам, правда, это вот слухи были такие о том, что в связи со сложным положением с энергетикой в Абхазии якобы поступило такое предложение, что если передадут эту Пицунду в собственность российской стороне, то переток будет бесплатным. Для некоторых, наверное, это соблазнительное предложение, но я считаю, что такая постановка вопроса, она просто преступна. Сегодня у нас проблемы с энергетикой. Во-первых, они будут только нарастать, поскольку ледники, которыми питается Ингургес, они тают в связи с климатическими изменениями. Каждый раз эта сумма будет больше, значит, мы будем в следующий раз гору отдадим, сегодня рощу, потом село какое-то и так далее. И вообще это стратегический объект. Вы знаете, что на Восточном Причерноморье, Северном, существует только две бухты такого стратегического значения. Это Батийская и Пицунская, как раз у берегов этой дачи. Это военный стратегический объект, и он должен находиться как ценная земля, и как историческая и так далее. Он должен находиться в собственности Республики Абхазия, народа Абхазии. Последнее, что я хочу сказать. Само по себе это соглашение, там есть 22 статья, где говорится о том, что если обладатели, так сказать, этих объектов новые, которым предполагается передать в собственность,
нанесут ущерб природе, историческим памятникам, там, экономическим каким-то, то абхазская сторона не может даже никаких претензий предъявлять и так далее. И там очень много возмутительных таких статей. Я считаю, что очень верю в то, что наши депутаты все это понимают, какая ответственность на них, и как это подобное решение будет восприниматься в будущем и вообще и сегодня нашим народом. Астамуров, вопрос Пицунды, он уже год почти. Нет, уже 2 года. Уже 2 года, да, функционирует. Почему это такой принципиальный вопрос? Почему вот власть, для кого это так принципиально? Для нашей власти так принципиально, для Москвы так принципиально, там, может быть, для каких-то отдельных персон это принципиально. Извини, можно я да. вот 2 слова добавлю, потому что говорила с одним из членов парламента, и они, общаясь с представителями власти определенных структур, достаточно российских, услышали их мнение о том, что нас, например, вполне устраивала бы пролонгация существующего договора. Так что это не так однозначно и не общее мнение. Ты свое мнение выскажи, я тебе вопрос задал, да? Там много неясного, во-первых, и не добавила ясность, честно говоря, то, что сказал Адгур Рафетович, потому что я, насколько понимаю, соглашение подписано, и более того, оно ратифицировано Госдумой. То есть, каким образом теперь в него могут быть внесены изменения, тут я не вижу правового механизма, потому что можно менять координаты в том случае, если заключается новое соглашение. Вот. Так что здесь этот вопрос тоже нуждается в прояснении, да, потому что нет информации о том, что Госдума вновь возвращалась к этому вопросу, а что там денонсировать, когда абхазская сторона его не ратифицировала. Потому что денонсировано может быть то, что вступило в силу, оно не вступило, потому что абхазская сторона не ратифицировала это соглашение. Вот. Что касается, насколько это вопрос принципиальный для российско-абхазских отношений, мы сами его превратили в вопрос престижа. На ранней стадии, когда, я не знаю, кто возбудил вообще этот процесс, я, честно говоря, не исключаю, что и абхазская сторона возбудила этот процесс передачи этой госдачи в собственность. Вот. Сейчас в этом мы не можем разобраться в рамках нашей передачи. Вот. Но на стадии работы над этим документом именно абхазская сторона допустила, потому что когда 2 стороны ведут переговоры, всегда каждая из сторон стремится добиться для себя наиболее выгодных условий. Вот. Российская сторона себя, видимо, таким образом и вела. Но мы бы хотели ожидать, чтобы абхазская сторона себя таким же образом вела. Но они даже, как выясняется, не посмотрели, какие координаты. Во-первых, мы не знаем, за это никто не понес ответственности. Ни те люди, которые работали над документом или не работали скорее. Те, которые его подписывали. Вот это все у нас осталось безответственно. Вот. Поэтому мы сами наплодили ворох проблем, политизировали сами вопрос. Вот. Неужели наши власти не предполагали, что такое решение вопроса вызовет очень мощный резонанс? Вы посмотрите, земельные вопросы в Абхазии, они самые сложные. Там затронуты были интересы большого количества населения, которые вдруг ни с того ни с сего из-за того, что были нарушены эти координаты, окажутся в юрисдикции другого государства. Там же основной вопрос – это даже не собственности. Там основной вопрос юрисдикции. У нас много объектов, которые принадлежат на территории Абхазии гражданам России. Но на них же не распространяется юрисдикция России. То есть вот все эти вопросы в ходе работы абхазской делегации, которая занималась этими вопросами, они были совершенно пропущены мимо внимания. Соответственно, таким образом это соглашение не может быть, оно и изменено быть не может.
Тут существует только один путь. Садиться и работать над новым текстом документа. Да. Мы сами, конечно, и Россию поставим, потому что Россия – это большое государство с мировыми амбициями. И мы превращаем это в вопрос престижа для России. Вот мы, с нами не считаются наши союзники. На самом деле это не так. Я думаю, можно объяснить и нашим российским партнерам, что были допущены такие ошибки. Я думаю, что обязательно должны быть привлечены к ответственности, или, по крайней мере, кадровые какие-то выводы сделаны в отношении людей, которые отвечают вообще за вопросы разработки этого соглашения, вообще которые осуществляли вот порядок рассмотрения этого документа, все, кто должен был контролировать. Вот когда эти вопросы будут решены, наверное, будет проще вернуться к нулевой точке. А сейчас позициям России на этой территории ничто не угрожает, потому что действует договор 1996 года. Вот. Хочу еще раз напомнить, что да, действительно, все госдачи на территории Абхазии, они находились в ведении 9-го управления КГБ СССР. Вот. Его правопреемником является сейчас ФСО. В 1996 году, когда эти структуры покидали Абхазию, они по акту передали нам все госдачи, в том числе и госдачу в Пицунде. Но они захотели остаться там, исходя из того, что они признали, что все эти госдачи являются собственностью Республики Абхазия. Там документ подписан за подписью Геннадия Гагулия. С одной стороны, и с другой стороны за подписью представителя, тогда это не ФСО называлось, я не помню, как называлось, ну, ФСО нынешнее, да. Вот. И был заключен новый договор о бессрочном пользовании. Там, кстати, посмотрите, оговорены условия этого пользования. Как нужно относиться к природе, там, да, как охрана осуществляется. Вот эти все вещи там гораздо лучше расписаны. В 1996 году, когда мы находились в состоянии блокады, не были признанным государством. Вот, эти условия тогдашние представители Абхазии расписали гораздо лучше, чем представители признанной уже Абхазии, которая выступала в этих переговорах в качестве равноправной стороны на этих переговорах. Вот это же надо признать. Вот, и исходя из этого дальше действует. Но в любом случае этот законопроект, то есть этот договор не поступил в парламент, и мы как бы не можем как бы сейчас с уверенностью сказать вообще, что там вообще изменилось и под каким соусом это все могло произойти. Мне непонятно, как он может поступить в новой редакции, если документ ратифицирован Госдумой, не ратифицирован нашим парламентом, но он, значит, должен быть сначала денонсирован. А что там денонсировать? Он еще не вступил в силу. Ну, может, там где-то приписочку от руки сделать. Я не знаю, так это не делается, так можно что хочешь написать. Хорошо, с Пицундой мы все-таки, думаю, это еще разговор, наверное, будет отдельный, в силу того, что, опять же, документ не поступил в парламент, мы не знаем вообще каких-либо подробностей, или вообще, может быть, это некая манипуляция, у нас манипуляции тоже все на риторическом уровне там происходят периодически. Я бы хотел вернуться вот к вопросу, другому вопросу, связанным с гражданством. Да? Там парламент принял поправки в закон о гражданских актах, согласно которому люди могут менять свою национальность и, то есть, становиться абхазами, и, соответственно, вот это изменение, возвращать свои фамилии исконно исторические, и эта возможность, в принципе, в дальнейшем дает право, в общем-то, автоматически становиться гражданином Абхазии, в силу того, что в Конституции там записано, что любой абхаз, где бы он ни жил, каким бы гражданином какого государства не был бы, он является, в общем-то, гражданином Абхазии. С другой стороны, то есть это дает возможность там жителям, ну, в первую очередь, там это касается, наверное, отталкивались от жителей Гальского района, где очень много живет мигрирующихся
когда-то абхазах, да, у которых остались фамилии, там Тарбая, Зухбая, Кецбая, очень много там людей с такой фамилией проживает. И той же оппозиции крайне не понравилось в силу того, что там, как бы, да, национальность вернуть, но можно, в принципе, но дух-то как вернешь, да, если они себя не ощущают реальности там абхазами, да, то есть там и многие, кстати говоря, там во время тяжелой там в 90-е годы там участвовали вот во всяких разных диверсионно-террористических группах. Тем не менее, и были люди, которые, в общем-то, действительно как бы хотели вернуть свою идентичность, да, восстановить свою идентичность, абхазскую идентичность. Я вот помню, когда-то я заседал в общественной палате, это было еще при президентстве Сергея Васильевича Багапши, да, и там был у нас член палаты Иналишвили с фамилией, да, то есть это было... И я помню, он в тот период очень, и до этого, да, очень долго пытался, хотя у него там был уже на руках паспорт, тогда абхазская паспорта у всех почти жителей было, но он все равно хотел восстановить, для него это было очень важно, восстановить свое, как бы, абхазские корни, да, вот, вернуться, да, и он там и фамилию потом, и в конце концов ему дали, кажется, да, и он стал уже Иналыпа, да, то есть и такие люди есть, и люди есть те, которые, в общем-то, ничего хорошего там для абхазского государства в реальности не делали, да, то есть в период его там становления там и так далее. И сейчас это как бы такой некий предмет дискуссии, но учитывая то, что там в 2014 году, в общем-то, из-за этого вопроса у нас произошел там, в общем-то, пересменка власти, мягко говоря, да, то есть это действительно такая болезненная тема. Вот как вы смотрите на это? Я вот не видел, в принципе, этих формулировок, там, которые внесены, там, по какие именно поправки, в каком контексте они там, этих нюансов не знаю, но тем не менее шум такой присутствует. Я бы хотел просто, чтобы вы как-то свой взгляд на этот процесс высказали. У меня есть, конечно, свой взгляд, но я потом вам скажу. Ну, сложный вопрос Гальского района, да. Как мы знаем, это историческая Самурзакань, да, которая вот еще в XIX веке они ценили там свое самурзаканское знамя, под которым они часто выступали вместе с владетельным князем Абхазии и так далее. В XIX веке еще абхазский язык там был очень распространен, но к концу XIX века уже больше говорили только знать, там, и больше там главы семейств и так далее, то есть шла потихоньку такая грузинизация. Но надо сказать, что приграничное население – это всегда такое проблемное население. И, в принципе, каждая страна должна как бы бороться за то, чтобы это приграничное население стало лояльным и стало таким полноценными жителями, гражданами страны. Я думаю, что вот в сталинское время очень даже боролись за гальское население. Да? И те, кто имели еще фамилии в абхазской форме, да, они иногда совершенно, да иногда, мне кажется, это в большинстве случаев, без предупреждения они получали при обмене документов, они получали уже грузинскую форму своей фамилии и национальности тоже. Это я знаю точно, так сказать, делали опросы и так далее. Конкретные люди, которые иногда просто с удивлением вдруг, значит, обнаруживали, что если, допустим, им дубликат выдавали в свидетельство о рождении, да, то там уже было написано грузин, хотя первоначально был абхаз. И вот в 30-е и 40-е, особенно годы, очень интенсивно шло это, так сказать, вот, юридическое уже оформление абхазского населения, да, знающего, часто говорящего на грузинском, но сохранившего свою особую идентичность, если не чисто абхазскую, то самурзаканскую, а Самурзакань – это историческая часть Абхазии, не надо это забывать.
И вот поэтому сейчас те семьи, те фамилии, которые хотят вернуть свои исконные фамилии, а значит и исконную национальность, я считаю, что это идет процесс десталинизации в этом вопросе. Это идет процесс, который преодолевает те процессы грузинизации, которые шли полным ходом в 30-е, 40-е годы. Я считаю, что мы должны поддержать этот процесс. Семья, о которой ты говоришь, Иналишвили, да? Иналишвили стал вот таким образом отец Тенгиза. А дед его был, знаете кто? Это был один из первых просветителей Абхазии, Михаил Иналыпа, который получил образование в Сорбонне и который преподавал, сейчас боюсь ошибиться, в Акумской, кажется, школе, да, в одной из первых школ и так далее. Был очень известным просветителем, на весь район, на всю Абхазию был известен. Не должны его внуки вернуть эту фамилию, вернуть, так сказать, гордость за свой род? Конечно, должны. Некоторые говорят, что вот, мол, получается такая непонятная ситуация, граждане какой они страны будут, если у них есть грузинское гражданство и так далее. Но у нас тысячи есть людей уже батумских абхазов, которые одновременно являются гражданами Грузии, гражданами Абхазии. Они сюда приезжают к своим родственникам. Что страшного произошло? И наши ездят, некоторые тоже очень патриотически настроенные люди туда, к своим родственникам. То есть вот эти тысячи батумских абхазов, они все имеют двойное гражданство. Когда говорят, а что будет, если, так сказать, случится война? Но войну мы уже прожили в 1992-1993 году. Да, есть список 400, кажется, человек и так далее. Я сегодня говорила с главой администрации Гальского района. Он мне совершенно убежденно сказал, что ни одного человека из вот этого списка их близких родных не остались в Гальском районе. Вот. Уехали, умерли, да, в основном уехали. Вот. Неизвестен отряд какой-нибудь гальский, который воевал. Так, единицы, наверное, воевали, но это действительно единицы. Вы вспомните, что тогда это был район, населенный 80 тысячами людей. Поэтому мы знаем, что очень многие помогали не умереть с голоду творчальцам, приносили туда еду и так далее. То есть мы вот эту самую тяжелую ситуацию уже прожили. Поэтому я считаю, что нам нужно вот активно поддержать парламент в том, что они возвращают как бы своим законам историческую справедливость, как бы утверждают в Абхазии и преодолевают вот то сталинское наследие. Понятно, что это очень сложный вопрос. Я помню времена, когда Сигуа, председатель районного избиркома, помните, когда его украли, да, когда он выступал и сказал, мы для себя определились, да, то есть и украл, и потом его похитили, потом убили, и также был похищен Фридон Чекаберия, был такой. То есть в тот период как раз гальцам только начинали давать паспорта. Только давали начинать паспорта, и в этом среди самурзаканцев была группа людей, которая определила для себя, что вот абхазский проект, вот это их проект. Но потом уже вот как-то то есть и люди видели, что вот можно, в принципе, этот проект такой стоит, да, то есть это потихоньку стали жители этого района разворачиваться. Но потом уже вот как-то была такая допущена катастрофическая ошибка, когда всем скопом раздали. То есть в итоге но в реальности оказалось, что всем скопом, потому что с одной стороны там Сигуа, с другой стороны семья Лукава, да, то есть этого террориста, который столько бед принес, да, и которого потом поменяли, отпустили и так далее. То есть в итоге вот из-за вот таких моментов, наверное, мне кажется, возникли проблемы.
случай, я так знаю, Да. проверяется нашими спецслужбами. Тогда И тогда, и сейчас. тогда не очень, Проверяли, наверное. проверяли. Мы этим занимались вопросом. Но Проверяли. всё равно Если возникли они плохо проблемы, да. работают, да, Да, но возникли отвечать должен проблемы. не тот человек, который, допустим, вот мы уже прошли тот период, когда часть, по крайней мере, гальцев были гражданами. Владислав Григорьевич обращался как к гражданам Абхазии, к самурзаканцам в предвыборный период, когда баллотировался Хаджимба и Багапш. Просил поддержать Хаджимба. Эти же люди участвовали в выборах, в референдуме, да, поддержав Конституцию Абхазии, первая статья которой говорит о том, что это независимое государство и так далее. То есть мы видели, да, как они, так сказать, ведут себя, имея этот паспорт. Многие люди, несмотря на то, что с грузинской стороны были большие угрозы, да, по отношению к тем, кто в госструктурах работал, кто занимался подготовкой выборов и в парламент, и президентские и так далее. Ну, вот этих людей всех лишили гражданства. 250 человек служили в абхазской армии, у всех у них отняли как бы паспорта и так далее. Так что я думаю, что вот для нас этот очень важный вопрос, непростой. Конечно, есть и риски, конечно. А без риска можно государство строить? Но у меня такое ощущение, что мы в подходе к решению гальского вопроса рассчитывают на то, что мы никогда не станем частью международного сообщества. Вот здесь внутри, вот между собойчики, можно решить так. То есть вот эти люди, мне кажется, они не верят, что Абхазию когда-то признают. Потому что если признает международное сообщество, это то, как мы решаем этот вопрос, да, решали до сих пор, это будет очень большим минусом для нас, для государства. К сожалению, вот такого государственного подхода у тех, кто вот так критикует, да, сегодняшний закон, который принял парламент, вот не хватает вот этого государственного подхода. Астамур, я бы хотел бы от тебя услышать. Ну, я хотел бы напомнить, что в тот период, когда возникли проблемы с паспортами, тогда пошли по пути массовой выдачи паспортов. Это вызвало протесты в обществе. Если вопрос был организован в соответствии с законом, соответственно, не было бы, я думаю, такого возмущения. Первое. Второе, что касается вот этой новой поправки, она же не предполагает массовость. Она предполагает, что это, во-первых, добровольный процесс. Человек, если сам считает себя, изъявил желание, считает себя, что он абхаз, он может это осуществить, возвращение свое, восстановить свою фамилию, свою национальность. Вот. Ни о каком принуждении, ни о каком массовости, вне зависимости от того, является ли человек с историческими абхазскими корнями или у него нет исторических абхазских корней, так тоже нельзя подходить. Это добровольный процесс, потому что так можно... У нас есть люди абхазы с историческими мингрельскими кровями. Мы насильно их не будем. И русские да, не можем же их выписывать из абхазской нации. То есть нация – это скорее это же самоощущение. Вот. Мне кажется, у нас, я, кстати, поддерживаю это, и вот это обращение относительно упрощенного процесса предоставления гражданства представителям адыгского мира, тем, которые здесь проживают. Здесь тоже нужно, вы знаете, мы всегда поддаемся какой-то компанейщине. Но к этому вопросу тоже мы, когда работаем над правовыми нормами, чтобы у нас все время не получались какие-то пицунды кругом. Минное поле, чтобы везде не было, надо сесть без криков, без какой-то пропаганды, сесть просто дать юристам поработать, объяснить им, чего мы хотим в результате добиться, и чтобы они это изложили. Понимаете, у нас такой дефицит спокойной атмосферы. Вот, это же невозможно. У нас невозможно просто работать ни над чем, без того, чтобы тебя в чем-то не обвинили, не повесили на тебя какой-то ярлык предателя, врага народа. Но вы понимаете, вот, патриотизм тоже хорошая вещь. Но патриотизм, который
ведет в прошлое, допустим, или ведет в прошлое, там, не знаю, не смотрит вперед с обернутой головой в какую-то архаику, это уже не патриотизм, он превращается в мракобесие. Вот. И у нас такая поляризация получается. И постоянно, когда люди меняются местами в власти и в оппозиции, это как песочные часы получается. Вот содержание не меняется, перевернулись, работает, пока все не высыпется. Пока весь авторитет не высыпется вниз, потом происходит переворот. Но, наверное, мы же должны все-таки подумать над каким-то реалистичным планом, что мы хотим. Если мы хотим стать нацией, мы, значит, должны уходить от племенного мышления, переходить к государственному мышлению. Нация, она, как правило, что? Она предлагает какую-то идею, которая привлекательна. Там же нация, современные нации не строятся чисто на этническом принципе. Да, мы должны постепенно, у нас путь национального строительства, он же до конца не пройден. Но мы должны на более высокие уровни выходить, на уровень гражданской нации выходить. У нас же, посмотрите, какая проблема. У нас фактически народ, граждане Абхазии, они поделены на какие-то национальные общины с де-факто разными правами. Ну, это в себе, это очень чревато для вот гармоничного существования нашего. Если мы чревато какими-то конфликтами, понимаете, это очень рыхлая среда. Если мы же все-таки, это Абхазия, абхазы именно должны, как титульная нация, как государствообразующая нация, они должны предлагать другим людям какие-то идеи, которые их будут сплачивать. Почему люди сбиваются в общины? Значит, они хотят таким способом общинным защищать свои интересы политические, понимаете? Ну, значит, у нас какие-то проблемы существуют, понимаете? Мы должны вот об этом думать. И какие-то сложные, может быть, даже кажущиеся сейчас опасными решения нам все равно придется принимать. И по поводу населения Гальского района, это отдельный вопрос. Я вообще не связываю его с вопросом восстановления фамилии. Это более сложный вопрос. Мы там тоже вместе с водой выплеснули ребенка в свое время. Я же тоже участвовал в этих процессах. Вот. Поэтому нужно эти вопросы, еще раз говорю, создать атмосферу. У нас невозможно ни один непопулярный вопрос продвинуть. С этим связаны у нас и проблемы с электроэнергией. Почему россияне должны платить за наших майнеров? Ну, для них же это странно, что они платят за нас, за переток. Они за это несут затраты. Сейчас у нас капитализм. Сейчас даже в советские времена за свет платили сполна. Вот. А сейчас капитализм. Соседнее, пусть дружеское, союзное государство поставляет нам свет за счет ресурсов фактически своих. Ну да, урезая инвестпрограмму, которую же сама же Россия нам предоставила. Вот. А на этом наживаются абсолютно, мы все знаем, майнеры наживаются. И не те, которых вот сейчас у нас ловят по 2-3 машинки. Вот, может, кто-то и готов был бы и платить. Ну почему? Да, 500 да. машин тоже? А вот, да, ну, да, потом как-то все заглохло. Да, но интересно будет услышать. Да, это тоже интересно. Это И это же тоже принципиальный вопрос. Там, где нашли 500, если ничего, а там, где 2-3 там, привлекли к ответственности, оштрафовали и так далее, если равного подхода не будет, никто ничего платить не будет. Фактически, вот если верно то, извини, что я тебя перебила, если верно такое предложение, что за собственность Пицунды, да, будет бесплатный переток, получается, майнеры здесь зарабатывают деньги, а народ расплачиваться будет самыми ценными землями. Это просто абсурд, который, конечно, необходимо прекращать. У нас, смотрите, у нас современный мир, а у нас идет феодализация. Там какие-то регионы, какие-то отрасли экономические, какие-то ведомства, там уже вырабатывается свой класс феодалов, куда нельзя влезть, понимаешь?
Ни о чем. Да, понимаешь, невозможно там поменять какие-то вещи. Все замерзшее. И все под этими лозунгами о патриотизме. А патриотизм у нас будет, если мы сядем, скажем, где наши болезни, и займемся их лечением. Я еще об одном патриотизме, об одной форме патриотизма все-таки перейду, наконец, на третью тему, вот, ужесточения деятельности международных организаций. Да, там сперва был президентский указ, потом министр иностранных дел запретил деятельность USAID в Абхазии, сделал персона нон грата человека, регионального директора. И, кроме того, там еще несколько пунктов по ужесточению деятельности международных организаций прописал. Да? То есть, но это такая тенденция, в принципе. И как бы логика, допустим, по отношению к USAID тоже была понятна. Да, USAID говорит, что там осуществлять проекты, по которым на оккупированной территории, чтобы вы уже поскорее восстановить территориальную целостность Грузии против России и так далее. То есть, конечно, вот такое анонсирование этой проектной деятельности, оно абсолютно не в наших интересах. Но потом я, как знаю, все-таки к тому моменту, когда подписывалось, да, этот запрет, да, этого определения уже не было на сайте USAID. И ты больше, Арда, можешь сказать по этому поводу? Дело в том, что, конечно, USAID наш противник идеологический. USAID однозначно поддерживает Грузию, ее позицию, территориальную целостность и так далее. Мы неоднократно выступали против их таких подходов, особенно тогда, когда они пытаются участвовать в поддержке миротворческих проектов и так далее. 10 или даже больше 12 лет назад мы отказались от участия в таком большом многостороннем проекте. Это Центр гуманитарных программ, именно потому, что мы увидели подобный текст, и мы написали письмо, оно есть там в архивах, у нас тоже осталось и так далее, именно с тем, что абсолютно неприемлемый подход, и мы не собираемся, пока этот подход не будет изменен, сбалансирован и так далее, не будем сотрудничать. Какова ситуация сейчас? Относительно этого текста, о котором ты говоришь, мы были тоже крайне возмущены. Да, давно мы, поскольку напрямую с ними не сотрудничаем, давно не заглядывали на эти сайты и так далее. И когда, так сказать, министр это озвучил, мы были крайне возмущены, обратились, так сказать, коллективно к представителю ООНовской структуры, руководителю тех ООНовских структур, которые работают в Абхазии, и сказали, что да, мы непосредственно не работаем с USAID, но USAID – это один из больших доноров ООНовских программ. И поэтому мы считаем неприемлемым совершенно такие тексты, которые однозначно одну сторону, тем более в такой грубой форме и так далее, формулируют. И надо сказать, что через несколько дней этот текст был изменен. Поэтому в этом плане, что касается такого грубого подхода, совершенно не миротворческого, не помогающего установлению доверия, диалога и так далее, в этом плане мы абсолютно поддерживаем такую позицию. Другое дело, что в Абхазии никто, насколько я знаю, напрямую с USAID не работает, работаем со структурами ООН. А проекты, по которым работают здесь организации гражданские, пишутся нами. Мы сами пишем. Никаких здесь целей USAID никто не реализует, потому что мы работаем исключительно, вы это все знаете, и Астамур, и ты, именно пытаясь достичь те цели, которые мы формулируем. Да, это миротворчество, да, это развитие, да, это образование, да, это права человека и так далее. Но как раз мы всегда требуем, чтобы не использовали наши партнеры такие понятия, как оккупированные территории. Мы с этим категорически не согласны. И на самом деле ООНовские структуры даже не используют этого термина и так далее. Речь, что меня, например, обеспокоило в таком посыле
Министерства иностранных дел, это то, что, вот как Астамур сказал, вместе с ребенком, вместе с грязной водой выплескивается ребенок. Абхазия нуждается в международных контактах. У нас еще очень много задач относительно расширения международного признания, относительно расширения международных контактов, относительно участия в различных международных процессах и так далее. И сейчас надо сказать, что международная организация – это тот канал, через который озвучивается голос Абхазии на мировом уровне. Поэтому те, кто пытаются, так сказать, отрубить вот этот, перерубить этот канал, они льют воду на мельницу наших противников. Я должна сказать, что в Грузии и правительство не приветствует вообще работу, особенно в области, так сказать, программ по развитию здесь, в Абхазии. А некоторые партии, например, как традиционалистская партия Грузии, они бесконечно говорят о том, что надо прекратить работу международных организаций в Абхазии. Они могут послушать вот эти, так сказать, их выступления и так далее. Поэтому очень странно, когда вот такие требования грузинских политиков звучат в унисон с нашими политиками. Означает, что и те, и другие хотят ограничить международные контакты Абхазии. Ну, ты сам знаешь, сколько раз именно абхазскую точку зрения озвучивают сотрудники гражданских организаций Абхазии на международных форумах. И фактически до недавнего времени никакой серьезный разговор о конфликтах на Южном Кавказе не проходил без участия. Но когда это все становится очень проблематично, то это место наше не будет пустовать. Ситуацию о грузино-абхазском конфликте, о том, что происходит в Абхазии, чего хотят абхазы, будут озвучивать наши визави. Я вот в этой связи, в силу того, что как бы возможности наши внешнеполитические весьма ограничены, да, и как бы и кроме тех стран, которые там нас признали, да, мы можем ехать, а их там, к сожалению, немного, самая большая Россия, да, и другое окошко, оно у нас ограничивается вот женевскими дискуссиями. Больше мы, в общем-то, никуда не можем. То есть, если мы где-то какие-то контакты у нас происходят, то вот официальные, да, то только там. Хотя, в принципе, там наши представители, они опять же в личном качестве являются, да, в силу того, что вот такие правила женевских дискуссий. Но с другой стороны, и, кстати говоря, и наш министр иностранных дел тоже ограничен, да, у него там санкции, там, да, не из-за абхазских дел, он там из-за дел украинских, там в свое время там он вошел в черные списки, там, да, то есть у него тоже санкции, да, он, допустим, в Женеву не может поехать, даже если захочет, да, то есть ограничения существуют для него. И опять же, у нас вот эта дипломатия, она имеет границы, да, то есть и очевидные, наша дипломатия, она весьма как бы маленькие ручки имеет. И в этой плоскости, конечно же, допустим, очень важно иметь, то есть вот этот неправительственный сектор, который у нас существует, дает возможность различного рода представителям, экспертам как бы попадать на вот такие площадки, да. Но к сожалению, да, большей части мы попадаем туда в связи с грузино-абхазским конфликтом, да, то есть. Ну не только. Да, но какие-то. Когда это демократический процесс. Но да, тем не менее, вот в связке там с грузино-абхазским конфликтом очень много всяких таких площадок, допустим, есть, да, но здесь я пункт увидел, там, допустим, Извини, пожалуйста, да. но это очень важно, что на площадках, которые посвящены грузино-абхазскому конфликту, абхазская сторона говорит о том, что это не грузино-российский конфликт, да. Что у нас есть наши противоречия с глубокими корнями, что была грузино-абхазская война, которую вообще забывают, помнят только 2008 год. И очень много моментов очень важных, которые именно гражданское общество, неправительственные организации озвучивают, которые уже международное сообщество
общество забывает вообще о войне 92-93 года, если не наши партнеры и вот на этих форумах, где присутствуют наши представители, вообще о ней забывают, потому что она очень портит картину, которую сейчас в связи с войной в Украине в Грузии очень популярна, что Россия инициировала конфликт с Абхазией, Россия инициировала конфликт с Осетией. Это вот абсолютно необъективная картина, которая, к сожалению, распространяется. И мы с этим постоянно боремся. Но если мы будем закрываться, то эта картина в итоге победит. Это очень опасно, я считаю, что для... Я сейчас, вот отталкиваясь от этой мысли, я все-таки хочу вернуться к той мысли, которую я пытался раскрутить. Там есть один пункт, где пункт, который там запретов, который там утвердил министр иностранных дел, и один из пунктов установления контактов между абхазскими и грузинскими, да, по линии НПО, да, там контактов. То есть контакты, это вот, образно говоря, проходят какие-то, я не знаю, там конференция, да, посвященная грузино-абхазскому конфликту, да, то есть, и, в общем-то, абхазские эксперты просто, наверное, фактически не могут поехать туда, да, то есть... Наверное, недавно была презентация вот замечательных книг, которые тоже стали результатом вот такой работы контактов. Что в этом, так сказать... Я напомню, это какие была презентация, это долгая, кропотливая работа, когда историки, архивисты и так далее, грузинские, абхазские, встречались и восстанавливали абхазские архивы, которые были сожжены во время войны, и результатом этих архивов стала презентация, которая прошла чуть больше месяца назад, абхазских архивов, восстановленных, это многотомники, там, связанные с махаджирством, связанные с Кавказской войной, связанные с репрессиями 1937-1938 года, связанные также списки всех призванных, там, погибших, раненых в Великую Отечественную войну, также как бы связанные с Новоафонским монастырем, то есть вот архивные материалы, да, Дурыпский сход, то есть очень много документов, которые без этих контактов не произошли бы. Тот же вот здесь Астамур Таня участвовал в этих проектах, и благодаря его усилиям сегодня мы получили, в общем-то, возможность восстановить вот в какой-то мере хотя бы эти архивы, да. Но сейчас формально, как бы неформально вообще, вот согласно, опять же, распоряжению министра, то есть эти контакты под запретом находятся. Как ты вообще относишься к этому? Вообще, ты знаешь, насчет юридической чистоты этого заявления у меня серьезные сомнения. Ну, во-первых, что касается объявления персоны нон-грата. Персоной нон-грата объявляется дипломат, работающий на территории страны. Он может быть объявлен. Человек, который не является дипломатом, более того, нам неизвестно, собирается ли он приехать в Абхазию, его нельзя объявить персоной нон-грата. Можно ему запретить въезд, не выдать визу. Но это регулируется совершенно другим законом о порядке въезда, выезда с территории Абхазии. То есть это само по себе, может, словосочетание показалось красивым, но это не имеет никакого отношения к правовым нормам. Это раз. Два. Дипломатические нормы. Недавно вышел указ президента, вот, который регулирует, направлен на усиление контроля за отчетностью, за финансами и так далее. В нем подобных запретов не содержится. Может быть, я что-то упустил, может, у нас МИД уже выше по рангу, чем президент, и может издавать в виде заявлений, кстати. Я не видел никаких нормативных документов. Они, кстати, не могут противоречить указу президента и законам Республики Абхазия. Это тоже из области феодализации, феодальной раздробленности, видимо. Вот. Я не видел таких документов, на основе чего эти заявления делаются. Но еще раз говорю, они не могут противоречить, вносить какие-то дополнения в указ президента. Задача МИДа выполнять то, что на него возложил президент.
Вот. То есть я считаю, что МИД этими заявлениями, он вышел за пределы норм. И, может быть, вы знаете, вот как-то к нам недавно Маргарита Симонян приезжала. Я помню, как-то она по телевидению сказала, если какие-то юридические нормы там плохо работают или кого-то не устраивают, то идут они лесом. Но, видимо, наши последовали этому лозунгу. Да, послали лесом все наши правовые нормы. Мне кажется, ну, я хочу отметить, что в России не все делают, что Маргарита Симонян говорит. Вот. Она в запале полемики может что-то сказать, но органы власти не берут под козырек и не выполняют то, что там какие-то люди говорят в эфире телевидения, понимаете? Поэтому все-таки мы, наверное, не будем посылать лесом наши правовые устои нашего государства. Вот. И это что касается вот правовой части вопроса. Что касается, ну, мы, к сожалению, мы не имеем полномасштабного признания. И какие-то вот эти дыры вот, в наших международных отношениях мы вынуждены, мы заполняем тем, что осуществляем контакты на неофициальном уровне. Это раз. Два. Неправительственная площадка, она везде используется прежде всего как лаборатория. Ты имеешь, даже вот если стороны имеют, если они не находятся там в состоянии открытых военных действий, когда трудно о чем-то разговаривать, вот, они могут встретиться, какие-то представители экспертного научного сообщества, обсудить какие-то вопросы. Вот. Запрещать это, мне кажется, это вообще глупо, потому что мешает моделировать дальнейший процесс. Нас, к сожалению, невозможно перенести в какую-то часть планеты, где нету Грузии. Вот. Поэтому запрещай ты эти контакты, не запрещай, они все равно будут происходить. Вот, например, у нас сейчас власти активно работают над развитием приграничных торговых отношений с Грузией, насколько я знаю. То есть там тоже будут происходить контакты между представителями Абхазии и Грузии. Это, поскольку легализация происходит торговли, это будет происходить де-факто. Вот как раз нужно думать, какие придать правовые формы этому процессу. Мы видим несогласованность в позиции наших руководителей, потому что Сергей Шамба, секретарь Совета Безопасности, он говорит о том, что он всегда поддерживал и поддерживает такие контакты на неформальном уровне. Президент издал указ, который направлен на то, что я согласен, что ситуация должна быть транспарентна. Президент издал указ, который, допустим, меры какие-то контроля устанавливает за этими и финансовыми потоками и за всем прочим. А позиция МИДа идет вразрез тем официальным нормативным актам и позициям высшего руководства Абхазии. И нам совершенно непонятно, почему такая феодальная раздробленность. Мне кажется, что стоило бы взять это вместе, сесть и обсудить в рамках Совета Безопасности, выработать единую линию. А можно было бы еще, перед тем, как принимать окончательное решение, позвать разных людей, которые в то или иное время тем или иным способом участвовали как в неправительственном формате, так и в официальном переговорном процессе. Вот сесть и обсудить, что нам дает это, те или иные подходы. И на основе вот этого экспертного обсуждения вынести окончательное решение. Вот так было бы правильно, не создавало бы это никаких конфликтных ситуаций в обществе, дрязг лишних. У нас мы и так живем постоянно в каких-то дрязгах. Не надо увеличивать эти проблемы. Я буду все-таки завершать передачу. Наш режиссер уже машет руками и говорит, пошел второй час, да, то есть, в общем-то, нам надо закругляться. И я благодарю вас. Сегодня мы поговорили на разные темы, мы поговорили и по гражданству, и про Пицунду, да, мы поговорили и про международные контакты. В общем-то, у нас действительно очень много проблем, и
Каждый из этих И, да, каждая из этих тем, она как бы не сиюминутная, она будет так или иначе развиваться. Это вот комплекс вещей, которые так или иначе упираются в право, в наше отношение к праву, потому что в каждых из 3 сегментов, там, наверное, если все будет согласно нормативным документам и так далее, все это будет расписано, то я думаю, и проблем, в общем-то, таких душераздирающих, которые там приводят в общество в такое состояние там гроги, они, наверное, не происходили бы, да. Но, к сожалению, мы такие, какие есть, и нам нужно развиваться. Я благодарю вас. Сегодня у нас в гостях были Арда Иналы, Паи Астамур Таня. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. До свидания.